Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем, как ночью огонь поглотил дом, в котором жила большая семья. А дочка вот тут увидела в окошке, что это горит. Что-то, говорит, яркое с крыши. Люди в последний момент успели покинуть горящее помещение через окно. Расскажем, как соседи спасли 72-летнего мужчину из горящей квартиры на улице Газовая. Он, как сказать, в отключке был жив. На него вытащили, и мы его положили в зал, убежали из-за дыма. А также раскрытие угона «Мерседеса» и попытка нетрезвого водителя «Шевроле» скрыться от автоинспекторов. Все это в ближайшие 10 минут. Семья из 5 человек, среди которых 2 детей, осталась без крыши над головой в результате пожара в казанском поселке Борисково. Люди уже легли спать, когда увидели на улице отблески пламени. На то, чтобы понять, что горит их жилище, понадобилось время. Огонь вспыхнул в гараже, а затем перекинулся на дом и отрезал пути к отступлению. Из горящего помещения убирались через окно, взяв с собой только верхнюю одежду и документы. Все остальное сгорело в пожаре. Что случилось-то? Соседи, как узнали о пожаре, тут же предлагали помощь. Кто принес горячий кофе, кто теплую одежду. Когда выбирались из дома, схватили первое, что попалось под руку. Выбирать уже не приходилось. Может, к нам пройдете замужники. Они предпочли смотреть, как пожарные пытаются отбить их дом у огня. Здесь жила большая семья. Муж, жена, их дочь и 2 ее детей. Рассказывают, уже легли спать, когда увидели, что на улице слишком светло. В окошко увидели, я-то вообще спала уже. А дочка вот тут увидела в окошко, что это горит. Что-то, говорит, яркое с крыши, там крыша, ничего не поймем. Прошло время, пока поняли, что огонь уже уничтожил гараж, перекинулся на дом и отрезал людям пути к отступлению. Окошко вырубили в последний момент. Пожар начался с гаража. Газ туда не проведен, внутри никого не было. Оставалась единственная версия – проводка. Ее не меняли с момента возведения дома. Я машину-то вытащила. Здесь стоят. Убрать из гаража машину они бы не успели. Просто вечером не стали ее загонять внутрь, а припарковали напротив дома. Автомобиль и папка с документами. Все, что осталось у большой семьи. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева, «Вызов 112». Благодаря соседям остался жив 72-летний житель одного из домов на улице Газовая. Его квартира загорелась днем, когда мужчина был дома. Он уже потерял сознание, надышавшись продуктами горения, и получил ожоги, когда жильцы дома, рискуя своими жизнями, выбили дверь и вынесли пенсионера из полыхающего жилья. Все может быть, он всегда вот такой. Мнения соседей разделились. Одни говорят, что он не пил вообще, другие, что не трезвел. Но все в один голос уверяли, хозяин сгоревшей квартиры не курил. Ну, не курит он. Кто-то сказал, курит. Да не курил он никогда. А пил? Нет. Ну, такого ненормальное немножко так. Отстало. Рассказывают, мужчина жил один, супруга скончалась. Из дома почти не выходил. Даже непосредственные соседи его видели крайне редко. Квартира на 2-м этаже в одном из домов на улице Газовая вспыхнула в 2 часа дня. Пожарных вызвали соседи. В службу спасения звонили и прохожие, которые увидели вырывающийся из окон дым. Внутри подъезда дышать было невозможно. До прибытия пожарных подразделений на улицу эвакуировались 10 человек. 72-летнего хозяина горевшей квартиры спасли соседи. Выбили двери и вынесли мужчину в подъезд. Он, как сказать, в отключке был жив. Они говорят, что они его вытащили, и мы его положили в зал, убежали из-за дыма. Невозможно было находиться. Там, на лестничной клетке между 1-м и 2-м этажами, его обнаружили пожарные и передали в руки медиков. Мужчину госпитализировали с отравлением, продуктами горения и ожогами. Его квартира выгорела полностью. Все выгорело, но ведь залило еще остальных, самое фиговое это. С кого требовать возмещения убытков, владельцы затопленных квартир не знают и ждут заключения пожарных дознавателей о причинах возгорания. Говорят, предположительно, неосторожное обращение огнем или неисправность приборов. Вероника Гайнуддинова, Данил Филатов, «Вызов 112».
Бездыханное тело своего коллеги с травмой головы обнаружили сотрудники одного из предприятий на улице Родины. В Казани рассказали, что мужчине было около 60 лет. В этот день он, как обычно, пришел на работу, предполагает, что скончался по естественным причинам. А травму головы получил при падении. О том, что случилось, немедленно сообщили в правоохранительные органы, и теперь судмедэкспертам предстоит установить причины смерти человека. Далее будет принято процессуальное решение. В отношении 42-летнего водителя автобуса, участника смертельной аварии в Казани, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все случилось на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Восстания. Автобус поворачивал налево. В этот момент на скорости в него врезалась Honda Civic. 32-летний водитель иномарки скончался на месте. Сразу после аварии водитель автобуса заявил, что заканчивал маневр. Нет, светофор зеленый был. Потом я поворачиваю, уже моргаешь. И получилось так. Я увидел, вообще далеко увидел. Вообще летит, даже не тормознул он. Хорошо, народ мало был. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что на перекресток автобус выехал на запрещающий сигнал светофора. При этом объехал стоящий в левой полосе автомобиль. Позже на допросе мужчина признал свою вину. Сейчас он задержан. Завтра ему изберут меру пресечения. Уголовным делом и массой административных штрафов обернулось желание 41-летнего мужчины сесть за руль. Он выезжал с автомойки, когда попал в поле зрения автоинспекторов. Автомобиль сотрудники ГИБДД пытались остановить, но водитель их требованию не подчинился. Он нажал на газ и решил скрыться во дворах. Уйти от преследования у него не получилось. Жигули 2610, машина не подчиняется, 39 отметьте. Он выезжал с автомойки на проспекте Имашева. Автоинспекторы увидели автомобиль разбитый спереди и на всякий случай решили проверить его водителя. Но сидевший за рулем мужчина встречи с сотрудниками ГИБДД явно не желал. Он только увеличил скорость и решил затеряться во дворах. Но был заблокирован на узких проездах, заставленных автомобилями. Машину он бросил, сам пустился на утек. Но убежать у него не вышло. И тут стало понятно, почему он желал скрыться. У 41-летнего мужчины были все признаки алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови. Установлено состояние алкогольного опьянения 0,904 мг на литр. Судя по результатам теста, выпил он перед тем, как сесть за руль, больше полбутылки крепкого алкоголя. При этом сам отрицал, что был пьян. Скрываясь от сотрудников ГИБДД, мужчина не пристегнулся ремнем безопасности, не остановился по требованию автоинспектора и не выполнил законные требования сотрудника полиции. И, как показал алкотестер, был пьян. Нетрезвым ездит он, как оказалось, не в первый раз. За это его уже лишали водительских прав. И теперь за рецидив в отношении мужчины возбудили уже уголовное дело. Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или до 2 лет реального лишения свободы. Радик Фархулин, Дарья Кореева, вызов 112. Угон «Мерседеса» за сутки раскрыли сотрудники полиции в Казани. Они нашли и подозреваемого, и сам автомобиль. Вернее, то, что от него осталось. Катаясь по городу, угонщик не справился с управлением и вылетел с дороги. Дальше двигаться машина уже не могла, и мужчина бросил ее, после чего скрылся с места преступления. Был ли он трезв, в тот вечер установят следователи, но на записях камер видеонаблюдения, которыми был зафиксирован подозреваемый, походка у него не твердая. Незадолго до этого 49-летняя владелица «Мерседеса» припарковала автомобиль во дворе и пошла домой. Утром машины она уже не обнаружила. И тут же сообщила об угоне в полицию. Подозреваемого нашли быстро, в том числе и благодаря камерам видеонаблюдения. 32-летний житель Пестричинского района в угоне признался сразу. Подозреваемый сообщил, что заметил во дворе на улице проспекта Победы иномарку. Злоумышленник воспользовался тем, что автомобиль был открыт. Он нашел в салоне оставленные ключи и уехал кататься. Поездка была недолгой, он просто не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в забор. Разбитую машину бросил, она была ему уже не нужна, а сам скрылся. На следующий день он был задержан сотрудниками полиции. Свою вину подозреваемый признал полностью. Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение ряда имущественных преступлений. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угон без цели хищения». Статья предусматривает от штрафа в 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 5 лет. Лиана Бахтиева, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.